Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Убедительно просим увести ваших детей от наших голубых экранов. Это будет славная охота. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Регулярно, стабильно. Он стоит, девчонки дают. Все нормально. Нормально. Все нормально, знаешь, что еще нужно? А чем занимаетесь вообще? Ну, по жизни. Ну, я автомеханик. О, автомеханик это близкая тема, но я немного не там. Свернул не туда. Ну, вы кузнец. О, а как так угадали? А вот так взял и угадал. Бля, с первого раза. Вот, ну, просто предыдущие там ребята, которые были до этого, там, о, ты столяр, о, ты там механик, это как-то, бля. Ну, я ж вижу навес над горном, блин. Как бы. Вижу детали Ну, да. какие-то на стенах висят. Вот, например, наковальня, все как должно быть. Показать пару изделий, что мы делаем. Если есть желание, конечно, буду не против. Да, конечно, просто у меня сейчас перекур, типа, я, ну, перекурил, и вот это вот локти, наколенники, ну, они вот так вот Ну, надеваются, я понял. типа, вот, и пошел в себя. В поход крестовый. Сейчас интереснее покажу. А, вот, кстати, мой транспорт. Электро, что ли? Нет, бензиновый, вот такой. Ну, классно, блин. Как. Вот еще тоже красавец. Да, вот это классно. И Слышишь, вот такой сколько, пару часов. сколько вот такая перчатка может стоить вообще? Вот это? Перчатка 350-400 баксов. Вот. Нормально. Такое. А вот такие вот шлема по 650. Ну, тут вот не видно, но тут решетка. А ну да, немного видно. И тут уже кольчуга навешенная такая. Ну, это красивый просто даже образец. Ну, А вот какой он с закалки приезжает. Вот потом Типа. дорабатывается, да, до такого состояния. Да, я как раз сейчас буду с ним работать, шлифовать его, потом собирать, но вот это вот все где-то до вечера должен управиться. Кстати, вот он буквально час назад приехал, я хотел его немного попиздить, попробовать, нормально ли он работает. Вот, типа топором пиздим. Ну, и все окей. Ну да, нормально. Вот, да, и такая вот работка. Ну, я смотрю, ты сам балдеешь своей работы, да? Ну да, мне, ну, блин, кружка классная, кстати. Когда маленький был, любил собирать лего, а теперь вот лего немного поменялось. Другое, более масштабное, да? Да. Вместо деталек заклепки, вместо пластинок пластмассовых, пластины металлические. Вот Ну, типа это поменялось. Ты на стриме, ничего страшного. А, вы на стриме? Ого, интересненько. Что, канал пишут, какой-то? рукастый вызывает уважение. Круто, кузнец обалденный, тебе девчонки уже пишут. Так, Что, моя. причем? Сколько просмотров? Да я не слежу за этим. А, Я так, ну, немного для людей. Немного людей, да, так сижу, общаюсь с людьми. Прикольненько, Ты с прикольно. какого города, кстати, извини? Я из Белгорода, но меня зовут Андрей. Я с Украины, Влад, кстати, я со Львова. Со Львова. Блин, ну молодец, такое у тебя достойное такое увлечение. Да, ну, я бы, не знаю, мне много предлагали заниматься этим спортом, ну, потому что мы это делаем на турниры. Дональд Трамп пишет тебе, нормальный парняк. Короче, мы это смотри, делаем... у меня канал называется сейчас Таежник 2. Наежник. Таежник 2. А, таежник. Просто таежник замотанный. Заходи, подписывайся, общайся. У нас Да. такие. Сейчас, блядь, таежник. Рукодельнику одобрямс. Спасибо, спасибо. Спасибо, конечно, приятно. Таежник, и как там дальше, я забыл. 2, ну двойка. А, 2, все. Так это на Ютубе или на Твиче? На Ютубе. Ютубе.
А таежник просто 27 сентября размотает, там побольше народу, там может пойдет повеселее. Прикольно, прикольно. Не, ну классно, у Так. тебя хобби вообще молодчик, рукастый вообще. Да, ну, я говорю, мне предлагали сначала заниматься этим спортом, потому что, ну, мы это делаем на турниры. Отправляем за границу. Ну, это как Польша. реконструкции вот этих сражений. вот Не, это как раз турниры. Именно, что люди между собой полноценно пиздятся А. прям. Блин, ничего себе. Да, ну это не хреновый такой спорт. Во-первых, он дорогой, потому что самый минимальный сет, ну, почти на все тело, это минимум стоит 1,5 куска зелени. И это такой, ну, не очень хороший вариант. А там, что прям поприлично, то уже понятно, что денег побольше нужно выкласть. Вот, и даже знаю пару случаев, когда в нас в Украине этот спорт только зарождался. Было пару летальных случаев, потому что не были установлены правила заточки мяча, которые он там должен быть, потому что, да, отправлять, ну, на турниры, когда там шли, они, ну, типа, всем было без разницы, какой там нож, меч, алебарда, главное, чтобы не очень острый был. А когда ввели правила, ну, мяч должен был почти быть вот такой, ну, чтобы не убить. Да. И знаю даже вот, ну, когда вот в начале это все зарождалось у нас на Украине, потому что у нас это немного позже зашло, было так, что вот парню дали по голове алебардой, ну, там, за спины так стукнули, и пошло кровоизлияние в мозг, и умер просто на месте. Ну, безопасность Такое. надо соблюдать, как бы. Да, да. Сейчас-то уже такого почти нету, но Вот вот этот США. вопрос задают, а вот этот шлем изнутри чем-то отделывается ли? Да. Там ремешки и подкладка. Я сейчас могу показать изнутри. Не, ну если тебе не сложно, конечно. Да, конечно, я же говорю, у меня сейчас перекур был. Блин, ну вот эти красавцы, конечно. Вот такая мягкая подкладка, тут ремешки, все такое. Типа, ну и вот тут уже Понял. такое. Классно вообще, классно. Ребят, стрим сносить не буду. Так. Ух ты, Вот ты такие чё, вот ладно тоже. такие. Дорого, ребята, дорого. Ну да, Вот согласен. Это уже, например, на отправку отправляем. Ну я вижу, подписанные. Да, запакованные. А Вот. так, Перч- то... Вот перчатку, блин, мне бы левую, блин. Да, но это вот такие, ну, блин, может у меня сейчас есть Но какие-то... все равно на кожаную основу не одевается на какую-то или на какую? Да, сейчас я, может, найду какие-то более-менее распечатанные, покажу. Да, вот такие даже есть. Сейчас, секундочку. Давай. Блин, вот классное увлечение у человека. Живет, балдеет, еще деньги зарабатывает. Молодец. Да, деньги, кстати, тут неплохие идут. Ну, это понятно. Ну и труд как бы Да, такой и штучный. да, немного, рука маленькая. Вот такое. Ну вообще супер. Ну да, Вот, классно. и тут на нем тоже вот твердая кожа. Ну, усиленные. И тут, по сути, ну, оно все должно быть, ну, играть в роли. Ну, да, функционально должно быть. Да, если берешь топор, то тебе должно там ничего не жать, чтобы ты мог нормально вот взять и там пиздануть Ну кого-то. классно вообще, слышишь. Супер. Вот, и такое. Придется стрим, ребята, не сносить сегодня, а заматывать. Потом что будет? Ну, А классно. автомехаником вообще вы по какой части занимаетесь? Да я Потому что- кроме кузовщины и электрики делаю все. Коробки, Ага. мосты такое. Понятно. У меня просто друг вот Тоже такой на всё такое. официальном сервисе Audi работает электриком. Ну, ему 20 лет, и, в принципе, на свои 20 лет он неплохо там сейчас зарабатывает. Там что-то примерно, ну, если переводить на рубли, то 45 тысяч. Примерно. Не плюс-минус. знаю, для любого это нормальная как бы зарплата. Ну, для нас, да, но все равно нужно всегда куда-то движется. Ну, конечно, Ну, стремиться куда-то надо двигаться. вперед. У меня просто вот в месяц вот выходит примерно штука 500, 2 штуки зелени, где-то так. Ну, вот за 10 дней я недавно заработал $400. Это так. Работал. Ну, у тебя и такая продукция, скажем, штучная, да?
В смысле штучную? Ну, это ж не пойдешь вот так вот в магазине не купишь. Ну да, так у меня, ну, у нас же все настроено уже давно, постоянные клиенты. Заказчики постоянные, рынок сбыта налажен. Да, я говорю, мы просто работаем в основном за границей, потому что у нас такие ребята, ну, в СНГ, что не особо готовы давать такие деньги за хорошую продукцию. А для Америки и так дальше, для них это, по сути, понты. Ну, для них, да, у них уровень чуть-чуть другой, как бы, и зарплаты, и жизни. Да. А, да, Ну, такую вещь. Вижу, тебя поэтому там и занимаются. обмотано там в этот... Почти вся территория, да, уже на отправку идет. Ну, так. Нас уже просто на отправку вчера босс отправил. Сегодня его нету, я сегодня сам на базе у нас, потому что себе там босс. ребята приехали. Ну да, ну как, у нас по сути все хорошо налажено, ну, каждый делает все, что может. Я вот делаю локти, наколенники и перчатки некоторые. А ребята там остальные делают вот бриганты, шлема, ну А и шлем тоже не там... ты делаешь, говоришь, шлемом заниматься будешь? Не, шлем я, как, нам там 50 на 50, кто-то делает из нас, а кто-то там привозит нам с другого города, с Харькова. А я делаю просто как, я его довожу до ума. Ну вот он приехал, такой вот закалки весь там побитый, ну, не особо красивый. Ну, я понял. Я его уже довожу до ума, шлифую там, собираю, ну, делаю красоту на отправку. Блин. Вот. А вот это вот у нас партия, которая идет на отправку. Вот эти вот наколенники, вот это вот на ногу, тоже вот так вот все свариваем между собой, чтобы не покрючило, когда будет закалять. Ага. Блин, ну классно, классно. А что за байк это у тебя? Покажи байк. А, Honda Zoomer, сейчас. Прикольный такой этот мотопед. Ну, это тоже нравится, потому что ну, я его брал в свое время за 550 баксов. И, ну, пока на машину еще не собирал, не насобирал, то, в принципе, такой неплохой. Ну а что, почему бы и нет? Вот, тут даже запуск кнопки. Ё-моё. Ну и плюс он такой довольно стильный. Ну да, вид у него такой интересный такой. Блин, Ну и газует тоже довольно неплохо. ну вообще, да, прикольно. Ну, для себя свою, как бы сказать, задницу перевести, почему бы и нет. Ну да, я говорю, я по сути там ну, катаюсь иногда, ну, в основном только на работу, с работы и так дальше. Ну, это как бы, грубо говоря, поджопник. Ну да, ну, я, Сел- по сути сел тут и тренинг. табуретка такая мягкая, я на этой табуретке езжу. У меня у знакомых в Белгороде уже Honda была тоже такая старенькая, но она, знаешь, как Motorola сделанная. Ну, древняя. Но знаешь, что меня поразило? А они два парня крупных, они там по 100 килограмм, вот они садятся на него и по дороге. И когда они едут по дороге, такое впечатление, что они быстро бегут. Потому что под ними мотороллера этого не видно практически. Но что меня поразило, когда нажимаешь передний тормоз, срабатывает система рычагов, и вилка поднимается вверх. То есть он не клюет вниз, то есть ты носом не клюнешь туда, вперед, да? Уже в то время, там он что-то был 67-го, что ли, года выпуска, они там перебрали его весь. Но вот именно вот эта система в то время меня поразила. Там два рычага. Да, раньше умели делать. Вот трос, и он цепляет не только колодки, но еще эти два рычага. И у тебя при торможении вилка поднимается вверх. То есть морда задирается, там не намного, но все равно. У тебя канала нет своего, кстати, ребята спрашивают? Нет, ну я типа заливал пару видосов в ТикТок, посмотреть, как идет обхват аудитории, и мне что-то вообще не понравилось. Нет, тебе Сделал... надо ролики скидывать либо на YouTube, либо на Яндекс.Диск. Да, Просто начиная от отработки, там вот пришла тебе вот это, да, вот это такое все такое корявое, кривое. И как ты из него делаешь вот такую красоту. Я думаю, да, согласен. Просто ну, в основном нет времени этим заниматься. Я работаю 6 дней в неделю, и там неделю отдыхаю, там отсыпаюсь, или там с ребятами где-то иду гулять, или ну,
девушкой пока что не получается, она в другом городе, переезжать только будет. Вот. Ну и плюс усердно сейчас больше работаю, чем год назад, потому что на машину собираю, мне еще осталось 2000 баксов насобирать. Заводи канал, люди будут донатить. Да, Не, было бы ну прикольно. понимаешь, вот смотри, много каналов, тематика там чат-рулетка, общение, ссоры, Мгм. ругань. Много каналов рыбалка, а вот таких каналов, вот нет, я видел, да, там ножи выковывают, да, там как бы там, ну. А вот таких каналов, вот пока эта ниша не занята, занимай эту нишу. Кстати, есть один канал тоже, вот у нас на Украине парень снимает. Он делает очень интересно, очень качественно, и там много тоже интересного. А, иногда его смотрю, потому что, ну, некоторые лайфхаки я себе там подцепляю к Вот работе. ребята пишут, было бы очень интересно, пусть ролики делает. Ролики закидывай на канал. Прикольно. Может, ну, может и подумаю над этим, если будет Нет, там тебе немного как совет, а что там? Поставил там эту краш-камеру и работай то же самое, полируй, шлифуй. Кому интересно Прикольно. будет смотреть? Не, серьезно говорю. Бывает, выстреливают Надо вот подумать такие над темы, этим. понимаешь? Когда человек делает своими руками, даже там топоры, знаешь, делают такие под викинг, я говорю, старый топор, его шлифуют, обрезают, наносят гравировку, там даже этим, все это лабудой. Интересно. Люди смотрят, люди ставят лайки. Да, кстати. Ну, я просто вот заметил тенденцию. Как зовут, ну, сейчас... напомни, ребята, что-то это. Зовут тебя как? Влад. Владислав. Владеющий славой. Вообще, блин, такое у тебя, блин, увлечение такое. Молодец. Заметил просто тенденцию, что сейчас в наши года, ну, в 2020 году, людям просто больше нравится, вот почему TikTok так и завирусился, потому что там короткие видео, они тупые, и людям это больше нравится. Я себе в ленту в ТикТоке так настроил, что у меня там процентов 15 идут какие-то приколы, чтобы там немного там посмотреть, позалипать, а остальные проценты там что-то интересное, что можно посмотреть, какое-то такое тоже вот по работе. Ну, я себя так настроил. А вот мой знакомый настроил свою ленту так, ну, то, что он лайкает, то, что ему нравится, это какая-то тупость, какая-то деградация, и людям это заходит. Галоперидол врач пишет. Влад, вы такая клешня и увожу. Ну, врач тоже, кстати, полезная работа. У меня мама главная медсестра в поликлинике. Сейчас заходи вот, на канал, подписывайся. Обязательно. Вот, ну, сейчас где-то Таежник 2. через пару часиков зайду, сейчас поработаю. Потому что интересный ты собеседник, у меня давно такой беседы не было. Блин, из-за тебя стрим придется не удалять, а замотать, потом вырезать. Часто стримы делаешь? Я месяц как бы, я поменял. Не, ну я говорю там каждый день или каждый вечер. Я после работы. Стараюсь каждый вечер как бы делать. По-моему, за месяц. Ну неплохо, кстати. Вот так вот сесть там, сделать себе чаек, перекурить. Ну, пообщаться с людьми. Ну да, согласен. Простое дробы, да, вообще, ну, правда. У меня тут просто чат идет, смотри, вот сейчас я покажу. Вот, на телефоне, видишь, тут. Не, ребята пишут. Прикольно. Многим. Блин, тоже, кстати, приятный собеседник, потому что я до этого что-то 5 минут, где-то минут 10, может, сделал себе перекурил, зашел в чат-рулетку, и тут, пиздец просто какой-то. Или листал, вот буквально прямо перед тобой ребенок курит сигарету. Я такой, не понял. Девочка. Казанский рыбак пишет. Уважение людям труда. И такие 5 клешней. Да. Всегда считал, что те, кто делают... Врач это хобби, а по жизни строитель. Тоже нормально. Людей в кучу, что ли, собираешь? Всегда просто считал, что люди, которые работают руками, они как-то более востребованы, чем те, кто мозгами больше работают. Ну и просто когда ты работаешь руками, тут тоже нужно немного подключать. Могу тут с собой немного не согласиться, знаешь. Надо быть просто специалистом в своем деле.
Да, согласен. Если ты вот, есть там многие рукасы, но его чуть к ней, там, туда-сюда он поплыл. Вот ты сам сказал, ты делаешь там наколенники, да, там, налокотники, наколенники и туда. Все. И ты все равно будешь дальше развиваться. Ну да, Так со это временем. будешь стремиться. Так же и врачи, понимаешь? Вот, если человек вот, а я вот так и все, и мне хватает. Но ты же хочешь большего познать, больше научиться делать. Поэтому молодец, Да. молодец. Тут такое. Не, Ну, интересно, интересно. Влад. Не, блин, рад Ну, за тебя от души, серьезно. Блин, вот. Спасибо, По тебе тоже видно, приятно было с знаешь, вами по тебе видно, пообщаться. ты такой, ты настолько светлый человек, ты балдеешь своей работой просто. Это не то, что там, да, там хвалишься, вот я вот так, вот так. Ты просто пока, блин, ну это реально, это круто. Это круто. Спасибо, приятно. Не, серьезно, блин, Малорик. Ладно, Ну, Влад. я говорю, ну вот, ребята сегодня поехали на каяках кататься. Я думаю, ну, поеду поработаю, все равно сегодня делать нечего. А работа не ждет, работать нужно. Согласен. Молодчик. Целеустремленный, ты вообще хороший человек. Спасибо. Всех благ тебе. Успехов твоих. Всех. Спасибо, мнениях. спасибо. И вам тоже. Хорошего настроения, хороших собеседников. Молодчик. Порадовал от души. Влад, давай, заходи, подписывайся, Да. будем общаться. Обязательно приду. Давай, дружище.